В Ухте арестовали 48-летнего мужчину, который вечером 8 мая накануне Дня Победы сквернил мемориал «Вечный огонь». Злоумышленник, используя баллончик с краской, сделал оскорбительную надпись на одной из стел. По факту повреждения мемориала возбудили уголовное дело. Ранее акты вандализма с памятниками в Коми уже случались. Наиболее вопиющие инциденты и их правовые последствия в репортаже Ольги Коняевой. Летом прошлого года этот риторический вопрос, озвученный за кадром не по годам разумным малышом, задавала себе вся возмущенная республиканская общественность. Две 15-летние пьяные девицы устроили алкогольное пати на мемориале «Вечная слава» в Сыктывкаре. Сначала нагло позагорали на гранитных плитах, а затем потушили вечный огонь шампанским. Благодаря видеокамерам дерзких подростков вычислили быстро. Несовершеннолетние девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. На мемориале они пытались выяснить, можно ли потушить вечный огонь. Девушки – жительницы Сыктывдинского района. Одна из них состоит на учете в полиции. По факту гнусного инцидента сначала возбудили уголовное дело, но привлекать ввиду юного возраста девушек не стали. Поставили на учет в полиции. Избежали уголовной ответственности за вандализм и два ученика коррекционной школы «Печоры», которые в октябре 2020-го сожгли траурный венок. На мемориале никто не забыт. Новость об акте вандализма, конечно, произвела на печорцев удручающее воздействие. Никаких эмоций, кроме негативных и всплеска негатива, вызвать это не могло. Конечно, буря осуждения, буря непонимания. Одного из юных вандалов, которые ранее состояли на учете в полиции, на 2 года поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Туда же недавно отправился подросток из Сыктывкара, который с друзьями затушил вечный огонь в конце декабря прошлого года. Несовершеннолетние пояснили, что они таким образом играли, хотели на спор, у кого получится попасть именно в вечный огонь. Это один из несовершеннолетних, как раз именно тот, который в итоге был помещен в спецшколу, он своим попаданием погасил вечный огонь. Если подростка, устроившего криминальную забаву, отправили перевоспитываться в спецшколу, то его приятелей и их родителей ждет теперь как минимум полгода. Плотная опека и контроль со стороны школы и инспекции по делам несовершеннолетних. То, что не объяснили близкие, им теперь будут рассказывать люди в погонах. Для правоохранителей защита памяти о воевавших и погибших предках не только служебная, но и сугубо личная задача. У каждого в той Великой войне есть погибшие родные, а значит и право защищать память о нашей Великой Победе. У меня сотрудники, они, конечно же, воспринимают это в первую очередь как личную обиду. И, конечно же, когда мы устанавливаем и задерживаем тех или иных лиц, которые совершили эти правонарушения, в первую очередь задается вопрос «зачем?». Вот для чего? Конечно же, отвечают «не знаю, почему». Хотелось что-то такое сделать, крутую съемку, показать своим близким родственникам, друзьям. Когда понимают о том, что их большее количество людей не поддерживает, они, конечно, начинают уже потом извиняться, что вот извините. Если действия несмышленых подростков еще как-то можно объяснить, но не оправдать пробелами в родительском воспитании, глупой шалостью, то вот взрослые вандалы идут на этот шаг вполне осмысленно. К примеру, абсолютно понятные мотивы молодого человека, который испоганил в прошлом году сад памяти в Ухте. Нетрезвый 19-летний ухтинец с помощью черной краски из аэрозольного баллончика нанес на информационную табличку сада памяти изображение свастики. В результате информационный стенд, посвященный памяти 27 миллионам погибших в Великой Отечественной войне, оказался испорчен и обезображен. Молодой человек вину в содеянном признал и раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Если бы юношу судили не за вандализм, а, к примеру, за реабилитацию нацизма или осквернение или повреждение объектов, увековечивающих память погибших в период Великой Отечественной войны, ему бы грозил не штраф, а до 5 лет лишения свободы. Именно такой срок сейчас светит ухтинцу, участнику недавнего инцидента. Расследованием установлено, что в городе Ухте местные жители 8 мая с использованием краски нанес на мемориальное сооружение «Вечный огонь» надписи оскорбительного содержания. Следственным органом лицу задержано, ему предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На что рассчитывал 48-летний мужчина, который приехал к мемориалу средь бела дня и стал писать на стеле оскорбления, даже не боясь многочисленных очевидцев, понять сложно. Тем более, несмотря на многочисленные видеоулики, сам он так и не признался в содеянном. Его преступление, конечно, в духе современной антироссийской истерии в Европе, которая из-за ситуации на Украине решила почему-то бороться с памятниками советским солдатам, освободившим мир от нацизма. Но их идеологическую агонию еще как-то можно связать с банальной русофобией. А вот ухтинец с таким же успехом, в кавычках, мог бы намалевать свой, как он думал, протест на надгробии, к примеру, своих родных. Вот только посмел бы – большой вопрос.